Доброго дня вам! Я Мурат бин Муслим, и вы на канале Курдское просвещение. Сегодня у нас большой репортаж о курдской нумизматике. Мы рассмотрим две монеты древнекурдского правителя, жившего 1000 лет назад. Также мы расскажем, как курды наряжались монетами царской России. Ну и, конечно, мы расскажем о монетах современного иракского Курдистана. Дайсам ибн Ибрахим аль-Курди, курдский правитель, полководец, время от времени правивший в Азербайджане между 938 и 955 годами. Дайсам описывается как сын курдской матери и арабского отца. Во многом благодаря курдской поддержке Дайсам взял под свой контроль Азербайджан в 938 году. Около 17 лет правитель курдского происхождения Дайсам ибн Ибрахим аль-Курди правил Азербайджаном. Вот две монеты тех времен. Им больше 1000 лет. Страшно подумать, через что прошли эти монеты. На судьбы скольких людей они повлияли. Возможно, кто-то купил на них последнюю лепешку, чтобы не умереть с голоду. А у кого-то она долго лежала в надежно спрятанном тайнике, успокаивая жадную душу своего хозяина. А может, несчастная мать-одиночка, купив на них обувь сыну-сироте, воспитала его достойным богатырем своей нации. Так или иначе, повлияв на судьбы тысячи людей, эти монеты сейчас у нас в руках. Жаль, что они не могут говорить, так бы многое рассказали. А это серебряные монеты царской России. Ими курды украшали себя и свои одежды. В 1937 и в 1944 годах курдов с Кавказа репрессировали на территорию Средней Азии. Среди них были и мои прадедушка и прабабушка. Это их монеты. Они брали монету, напаивали на нее петлю, и получался медальон. Продев веревку или цепочку, женщины носили на шее как кулон. Затем передавалось по наследству дочери или снохе. Также их дарили новой невесте. А еще брали монету, отламывали от нее кусочек, напаивали ушко, и получалась женская сережка. А это серебряные полтинники советских времен. Их также носили как медальоны, делали отверстия, напаивали петлю и использовали как пуговицы. Вот таким нехитрым способом люди тех времен, в том числе и курды, украшали себя и свои одежды. А теперь поговорим о монетах современного иракского Курдистана. 2003 год можно поистине назвать историческим. Именно в этом году отчеканились первые современные курдские монеты, предполагавшиеся действовать на территории иракского Курдистана. Монета номиналом в 1 динар. Год выпуска 2003, металл цинк с бронзовым покрытием. Тираж 4700 экземпляров. Монета номиналом в 10 динар. Год выпуска 2003, металл бронза, покрытая никелем. Тираж 4700 экземпляров. Монета номиналом в 100 динар. Год выпуска 2003, металл серебро, тираж 800 экземпляров. Монета номиналом в 25 динар. Год выпуска 2006, металл медь. Монета номиналом в 50 динар. Металл латунь, год выпуска 2006. Монета номиналом в 100 динар. Год выпуска 2006, металл медно-никель. Монета номиналом в 250 динар. Год выпуска 2006, металл медно-никель. Монета номиналом в 500 динар. Год выпуска 2006, металл медно-никель. Монета номиналом в 1000 динар. Год выпуска 2006, металл цинк, покрытый бронзой. Следующая монета необычной формы. Номиналом в 2500 динар. Год выпуска 2006, биметалл, тираж 9500 экземпляров. Монета с цветной эмалью номиналом в 5000 динар. Год выпуска 2014, из медно-никелевого сплава. Монета номиналом в 10 тысяч динар. Год выпуска 2006, металл серебро. Итак, друзья, подытожим наш репортаж. Мы узнали о древнекурдском правителе, правившем на обширных территориях 1000 лет назад. Также мы узнали, как курды делали украшения из монет и рассмотрели современные монеты. Это все история, друзья. Знайте свою историю, и вы будете сильны духом и богаты культурой. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии и распространяйте наше видео.
Мы работаем для вас. До встречи!